В эфире новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите сейчас. Врачи назвали 5 опасных последствий у переболевших COVID-19. Какими недугами чаще всего страдают россияне? Дорожные службы Якутска заняты откачкой талых вод. Во дворах им помогают управляющие компании и ТСЖ. Якутский боксер Евгений Мартынов занял 2-е место на молодежном чемпионате России в Серпухове. Корабль Crew Dragon отстыковался для возвращения на Землю. Он с 4 астронавтами на борту отделился от Международной космической станции. Там они провели полгода. Ожидается, что спускаемая капсула корабля должна будет с помощью парашютной системы приводниться в Мексиканском заливе вблизи побережья штата Флорида через 6,5 часов после отстыковки. Врачи назвали 5 опасных последствий у переболевших COVID-19. В сообщении сказано, что каждый 10-й пациент отмечает изменения в своем организме после недуга. По словам экспертов, первое у перенесших COVID в любой форме – это сердечная недостаточность. Вторая распространенная проблема – поражение почек при коронавирусной инфекции. При этом у части пациентов полное восстановление не происходит. Кроме того, коронавирус может поражать сосуды глаз, провоцировать нарушение обоняния, проблемы со стороны ЖКТ. Иногда при сниженном иммунитете начинает размножаться патогенная микрофлора. Причиной этому не только COVID-19, но и массированное лечение противовирусными препаратами. Вакцинация спутником ВИ может начаться в Индии через 10 дней. На днях страна получила первую партию российского препарата, и сейчас ожидается вторая. Также власти страны сообщают, что должен быть проведен необходимый в таких случаях контроль качества. Ранее ожидалось, что вакцинация может начаться прямо в день доставки. Однако в Индии сообщили, что так сразу начать прививание невозможно. В Роспотребнадзоре назвали условия для победы над COVID-19. Нулевые показатели заболеваемости возможны только в случае, когда у 60-70% россиян будет сформирован иммунитет. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. С начала пандемии в России заболело более 4 миллионов 800 тысяч россиян. В рамках прививочной кампании введено немногим менее 20 миллионов доз. Для формирования надежного иммунитета человеку необходимо получить 2 компонента вакцины. За недонесенный до помойки мусор хозяин получит штраф. Эксперт рассказала, как вычислить нерадивых соседей. Если в доме камеры или свидетели видели, кто выбросил мусор, привлечь к административной ответственности достаточно просто. Можно обратиться к участковому. Тот, в свою очередь, составит акт и коммунальному хаму выпишут штраф. Запускают за этим делом повторно, выпишут двойной штраф. Также эксперт пояснила, что пока мы не донесли мешок с мусором до контейнера, это наша собственность, и нести за нее ответственность также должны мы. Но как только опустили мусор в контейнер, он тут же становится сферой ответственности оператора по вывозу ТБО. То есть отвечать за его уборку должны уже коммунальщики. Если кто-то выбросил пакет с отходами возле подъезда или вовсе из окна, то ему придется заплатить штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Это касается любого мусора, любого объема, от окурка до картофельного мешка с отходами. Дорожная служба Якутска занята откачкой талых вод. МУП «Жилкомсервис» задействовал порядка 10 ассенизаторских машин. Сообщается, что по мере необходимости их число увеличится до 24. Кроме этого, силами территориальных органов управления управляющих компаний и ТСЖ проводится откачка с внутриквартальных дворовых территорий. В этом направлении работают 13 ассенизаторских машин, 130 мотопомп и 60 электронасосов. Сервис для борьбы с телефонными мошенниками запустят в России. Он получит название «Антимошенник» и будет внедрен в мобильное приложение МВД. Сервис будет оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут СМС с номера, который ранее использовался для совершения противоправных действий. В прошлом году телефонные аферисты похитили у россиян почти 150 миллиардов рублей. При этом чаще всего люди сталкиваются с махинациями с банковскими картами. Средний ущерб граждан от телефонных мошенников в 2020 году варьируется от 27 до 50 тысяч рублей, в зависимости от контекста звонка. Кражи и угоны – самые распространенные преступления среди несовершеннолетних ленчан, и почти все случаи в состоянии алкогольного опьянения. Ленские полицейские делают упор на профилактические меры и регулярно проводят рейды по торговым точкам. Подробности у Анны Кожевниковой.
Берут с поличным продавцов. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних борются с продажей алкоголя своим подопечным. В этом году увеличилось количество фактов такого рода правонарушений. В прошлом году за 3 месяца было выявлено 1 факт продажи несовершеннолетним. В этом году уже было выявлено 2 факта продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. То есть у нас продавцы допускают грубые нарушения, не интересуются возрастом, не спрашивают у несовершеннолетних паспорт, сколько им лет. Именно профилактические меры дают положительный результат в работе по предотвращению малолетней преступности, так как практически все правонарушения подростки совершают в состоянии алкогольного опьянения. На сегодняшнюю дату зарегистрировано 5 преступлений, совершенными несовершеннолетними. Плюс имеются у нас из этих 5 4 повторности, то есть это несовершеннолетние, которые уже находились под следствием, под дознанием. И, будучи под следствием, совершали повторное преступление. Конечно, привлекают к ответственности и родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей. Этим занимается комиссия по делам несовершеннолетних. Так, совместными усилиями работают службы профилактики. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Нидерландах в районе города Эндховен построили 5 первых домов, напечатанных на 3D-принтере. В минувшую пятницу в один из них уже заселились жильцы, местная пара пенсионеров. Рассказывает Артем Сторонов. Элиза Луц и Гарри Деккерс, пара пенсионеров из Нидерландов, в пятницу заселились в свой новый дом. Его особенность в том, что все несущие конструкции были напечатаны на 3D-принтере на заводе и затем собраны уже на месте. Новые жильцы остались довольны результатом. Красиво, все очень красиво. И эти неровности на стене, как будто принтер остановился и пошел дальше. Мне очень нравится. Я чувствую себя здесь комфортно. Цвета просто великолепные, очень чистые. Дом площадью 94 квадратных метра был возведен в рамках пилотного проекта Технологического университета Эйндховена. Всего было построено пока только 5 таких зданий, но в будущем инженеры надеются, что эта технология станет на поток. Эта небольшая конструкция позади меня олицетворяет собой огромный шаг в сторону высококачественной промышленной индустрии. Благодаря цифровым технологиям мы принесли в обычное строительство универсальность, устойчивость и заботу о здоровье. По словам авторов проекта, дом полностью соответствует принятым в стране стандартам строительства, а в будущем, по мере накопления опыта, такие здания будут становиться все более сложными. Ретроспектива якутского кино открылась в Москве в кинотеатре «Иллюзион». 9 дней там будут показывать и говорить о нашем кинематографе. Старт проекта состоялся 30 апреля с показа фильма режиссера Алексея Романова «Жизнь», а также «Маппа» и «Срединный мир». Какие еще фильмы пошли в программу ретроспективы и какая картина станет фильмом закрытия? В материале нашего СОПКОРа в Москве. Асена Бурнашовой. «Маппа» – это первый фильм, снятый на якутском языке. Дипломная работа Алексея Романова. Мистическая драма рассказывает о молодом страннике, встретившем призрак таинственной девушки. Сюжет глубокий, пронизан любовью к жизни. Короткометражный фильм, хоть и был снят в 1986 году, но по-прежнему задевает за живое. Благодарен организаторам этого проекта, то, что они обратились именно к якутскому кино, и они показывают весь спектр якутского кино, начиная именно 90-х годов и заканчивая сегодняшними днями. В программе «Республика Z», «Мой убийца», «Агент Мамба» и многие другие фильмы. Зрителей также ожидают и премьеры сразу 3 картин. Мелодрамы «Потанцуй со мной» Никандра Федорова, триллера «Замыкание» Татьяны Эверстовой и военной драмы «Рядовой Чарин» Дмитрия Кольцова. Организаторы уже говорят о высоком спросе на билеты, а зрители – о большом желании разгадать феномен якутского кино.
кино. У нас на какие-то показы, например, на «Потанцуй со мной» все билеты уже проданы, на какие-то там продано ползала, где-то меньше, но в целом это все равно довольно хороший показатель, потому что якутское кино любят и смотрят, и мы надеемся, что на каждый фильм мы соберем свою аудиторию. Сейчас якутский кинематограф же, он переживает такой рассвет, бум, и я думаю, не только москвичи, но и во всем мире будут интересоваться нашим кино, и я думаю, это интересно каждому. В программу ретроспективы также вошли и фестивальные хиты. Например, кинолента Дмитрия Давыдова «Нет Бога, кроме меня» и «Надо мной солнце не садится» Любови Борисовой. После показов ожидаются встречи с якутскими режиссерами. Ретроспектива охватит сразу несколько дней. Еще никогда в Москве якутский кинематограф не был представлен в таком многообразии. 15 полнометражных фильмов от хорроров до комедий. Познакомиться с культовым Сахавудом москвичи и гости столицы смогут вплоть до 8 мая. Фильмом закрытия станет картина «Тыгандархан» режиссера Никиты Аржакова. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. Акция «Окна Победы» проходит в России с 1 по 9 мая. Старт дало Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии. Участники могут украсить окна своих квартир, домов или офисов рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными победе в Великой Отечественной войне. А затем разместить фото окон в социальных сетях с хэштегом «Окна Победы», «Окна Победы Якутия» и словами благодарности героям. Теперь о спорте. Якутский боксер Евгений Мартынов, представляющий Санкт-Петербург, занял 2-е место на молодежном чемпионате России в Серпухове. В финале весовой категории до 52 килограммов якутянин уступил по очкам Дмитрию Двали из Московской области. За 2-е место Мартынову вручили сертификат на сумму 250 тысяч рублей. Чемпиону Двали дали 350 тысяч и ключи от автомобиля Kia. Награждается серебряный призер чемпионата весовой категории до 52 килограммов. Евгений Мартынов, Санкт-Петербург. Под ваши бурные аплодисменты, друзья. Памятная медаль, кубок и денежный сертификат на сумму 250 тысяч рублей. Аплодисменты серебряному медалисту чемпионата. Температуру выше нормы спрогнозировали в Якутске. Информация предоставлена Росгидромедом. Аномально теплая погода установится на ближайшие несколько дней. Температура днем будет достигать 12-14 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы. По прогнозу Якутского гидрометцентра сегодня, 3 мая, в столице республики ожидается небольшой дождь. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем +10, +12. К этой минуте все. До встречи в эфире.